айтайым-ау, ноғайның бетін білгенден соң, ақ дегенде ақ жігерім-ау, күйгенден соң. Сыйлы, аявлы, баалы, бек яқшы ноғайлар. Қырымлы братка-сестричкалардың аттынан сізді ақ жүректен саламлаймыз. Наконец у нас появилась долгожданная, доселе неслыханная, до сего дня небывалая возможность рассказать вам о вас. Мы ждали ее последние 800 лет. Любовь крымских татар к ногайскому народу столь велика, столь безраздельна, столь самозабвенна, что северных акайчиков и апайчиков своего народа мы называем ноғайлар. В нашей памяти еще свежи воспоминания, как терзаемые вами народы обзывали вас то половцами, то печенегами, за что золотоордынский Беклярбек Тумен-Баши Ноғай регулярно навешивал обидчикам больших кыпшаков. Когда-то вас было так много, что ногайцы стали основным населением Орды, выставляя единовременно более 300 тысяч шоли яс егитлар, третируя и торпедируя всех, кто выходил из дома не вовремя. Известен излюбленный ракетирский слоган ногайской Орды того времени: «Дуная от до Иртыша не оставим ни шиша». Премьер-министр Золотой Орды Ноғай был настолько влиятельным, что сам утверждал и свергал ханов, будучи ее фактическим правителем. Он держал в вассалах все северобалканские, византийские, южные и восточные русские княжества, и чтобы удовольствие от жизни было полным, изволил жениться на Ефросинии, дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога. Мифологический отец-первопредок ногайского народа Тумен-Баши Едике восседал в столице Ногайской Орды, городе Сарайшек, через который проходил главный караванный путь, соединявший Восточную Европу со Средней Азией. Прямыми потомками этого любвеобильного дяди по мужской линии явились в дальнейшем русские князья Урусовы и Юсуповы. В воспитании, как она есть ногайского егита, первостепенное значение имела военная подготовка. Основными статьями воинской этики считались следующие: нельзя нападать на врага спящего, связанного и безоружного, нельзя убивать просящего пощады, слабому противнику надо дать право первого выстрела или удара, богатырь сам должен выходить из трудного положения, даже если из плена или заточения. Неудивительно, что ногайцы долговременно держали весь Дэшт и Кипшах и часто улыбались. Ногайские послы впервые прибыли в Москву в 1490-х. Появился Ногайский двор за Москвой-рекой на территории нынешнего завода ЗИЛ, напротив офиса ныне известного крымско-татарского бизнесмена Делявера Аблямитова. В 1540-х в Ногайской Орде побывало посольство османского султана Сулеймана I Великолепного, которые встретились с присущим ногайскому народу любопытствующим вопросом: «Сыз қайсы организациядан вақили боласыз?» После падения Золотой Орды ногайцы перекочевали к северокавказским пределам, давно звавшего их на той Крымского ханства. Это была великая встреча двух тюрк-туфганлар, благодаря которой даже их кони пребывали в неприличном восторге. С тех пор мы никогда не расстаемся, и только смерть разлучит нас. Аминь.